Следователи возбудили уголовное дело по статье убийства по факту исчезновения 37-летней женщины в Якутске. По информации Следственного комитета, в ночь с 4 на 5 ноября местная жительница выехала на машине с территории своего частного дома, расположенного в районе Хатынурякского шоссе, и не вернулась домой. Сейчас информация о ее местонахождении отсутствует. Сообщается, что в связи с невозможностью осуществления следственных действий в рамках процессуальной проверки следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела. Также отмечается, что женщина не собиралась выезжать за город и ранее не покидала дом на длительное время без предупреждения близких. На данный момент продолжаются поиски пропавшей и расследование уголовного дела. Полицейские раскрыли дело о контрабанде и сбытии сильнодействующих веществ в Якутии. 32-летняя уроженка Намского района обвиняется в незаконном хранении в целях сбыта, а также контрабанде сильнодействующих веществ. Полицейские установили, что обвиняемая приобрела через интернет-магазин в другой стране препарат общей массой более 4,5 килограммов, в составе которого содержалось запрещенное к обороту сильнодействующее вещество. Получив товар, женщина начала продавать его среди своих друзей и знакомых. Она рекламировала его как эффективное средство для похудения. В настоящий момент уголовные дела направлены в суд. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы. Сотрудники полиции организовали погоню за ассенизаторской машиной на улицах Якутска. В соцсетях появилась видеозапись, на которой 7 бортов ГАИ преследуют ассенизаторский КАМАЗ. По имеющейся информации, погоня произошла примерно в час ночи. В итоге большегрузная машина съехала с дороги в районе Капитоновки и застряла на обочине. Сотрудникам правопорядка удалось задержать нарушителя. Житель Якутска украл с банковской карты пенсионера 60 тысяч рублей. По данным МВД региона, 21-летний молодой человек попросил в долг 500 рублей у знакомого пенсионера. Тот согласился, но при условии, что молодой человек сам снимет деньги и отдал ему свою банковскую карту, назвав пин-код. Злоумышленник снял 30 тысяч рублей, после чего вернул карту. Как сообщают в ведомстве, похищенные деньги подозреваемый потратил на походы в кино и в бары. Вскоре этого злоумышленнику показалось мало. Он снова пришел в гости к потерпевшему и незаметно украл карту, снял с нее 30 тысяч рублей. После этого карту он положил на место, когда зашел вернуть долг потерпевшему. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит срок до 6 лет. Два предприятия в Аймиконском районе занимались поиском золота без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Сообщается, что в нарушение требований водного законодательства при использовании ручья и его водоохранной зоны одной из организаций не приняты меры, направленные на предупреждение и ликвидацию загрязнения водных объектов при разработке месторождения. В результате наблюдается ухудшение качества воды по содержанию взвешенных веществ железа, меди, цинка. Руководителям предприятий вынесли представление. Также их привлекли к административной ответственности. Представления прокурора находятся на рассмотрении. Следователи задержали мужчину, который больше 27 лет находился в розыске за убийство и разбой в Ставропольском крае. По данным следствия, в 1992 и 1993 годах мужчина в составе группы лиц совершил ряд особо тяжких преступлений, в числе которых убийство таксиста, сопряженное с разбоем, в ходе которого был украден автомобиль погибшего. Также разбойное нападение на женщину пенсионного возраста с применением огнестрельного оружия и попыткой угона машины. После этого он скрылся от правоохранительных органов на территории Дагестана. Там он сменил анкетные данные и жил по поддельным документам. Следователи возбудили уголовное дело из-за схода с рельсов вагонов грузового поезда на Транссибе в Новосибирской области. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». По предварительным данным, инцидент произошел на станции Татарская. Поезд перевозил щебень, никто не пострадал. На место происшествия выехала следственная группа. МЧС уточняет, что с рельсов сошли 30 вагонов, 16 из них опрокинулись. Среди опрокинувшихся вагонов были 6 цистерн с дизельным топливом. Оказались повреждены контактная сеть и железнодорожное полотно. 2 цистерны с топливом разлились, спасатели применили спецсредства, чтобы не допустить возгорания. Преступный мир Тайваня лишился изрядной части своей огневой мощи. Полицейские конфисковали в аэропорту Тайбэя пистолеты и винтовки, а также более 100 тысяч патронов, предназначенных для местного криминала. По словам капитана Ли Цюсиня, партия оружия и боеприпасов оказалась самой крупной из всех, что когда-либо попадали в руки правоохранительных органов острова. Стоимость патронов на черном рынке можно оценить примерно в 100 миллионов новых тайваньских долларов. Это более 3,5 миллионов долларов США. Сигнал о предстоящей контрабандной поставке через легальную фирму таможня получила в июне. Совместная с полицией операция успешно завершилась в октябре.